Спасибо. Привет. Всем привет. Привет. Я спала, уснула точнее. Часик поспала где-то. Так не хотелось включать стрим. Смотрела видео, короче, и в сон. Как на работу. Ну, почти, да. Почти работа. Я хочу, чтобы это стало моей полноценной работой, но пока нету такого количества аудитории, какой бы хотелось. Рекламы там и все такое. Ну, хоть чат показывает. Пока что с Ютуба пока что не показывает, но скоро покажет, надеюсь. Что, сегодня работал? Устал. А сколько ты уже там работаешь? Попроси отпуск. Товаров много. Ну, конечно. Это же почти как продуктовый, почти. Привет. Дела сонное состояние. Хочу спать. Завтра тоже работаю. Привет. Всем привет. Завтра тоже работаю с утра и, наверное, до 4. Завтра тоже постримлю. С февраля. С февраля работаешь, и вот и отпуска еще нет, да, пока. Ну вот плохо то, что вот у него этот без оформления, и там ни больничный не возьмешь, не оплачивается, ни в отпуск не уйдешь, тоже ничего не оплачивается. Я помню, когда я заболела, мне, короче, врач отпуск прописал, а он-то не оплачивается. И толку было от этого больничного вообще. Что я сказала сначала? Отпуск прописал? Больничный прописал. Что у меня этот тупит Twitch жестко прям. Блин, да подождите-ка. Сейчас. Я, короче, обновлю стрим. Ой, Twitch в этом, на телефоне. Снег идет прям с самого утра. Ну, скоро уже будет везде снег. Так. Я надеюсь, с Ютуба покажется сообщение скоро.
Так, надо обновить. Это достало, блин. И YouTube, и этот обновить надо. Проверка. Да даже по закону, если не офишл работаешь, что он должен оплатить отпуск. Это он жадный. Да, он очень жадный. Там вообще, по сути, все же не этот. Ни уголка потребителя, ничего нету. Вообще даже показывался ли он там в Роспотребнадзор или как там вот это все происходит, я не знаю. Во что сегодня будем играть? Ну, в метро, как обычно. У нас планы пока не меняются, пока игра не пройдена. Либо пока стример не устал от игры. Не, пока что с Ютуба нету сообщений, к сожалению. Я надеюсь, скоро будет. Потому что смотреть хочется. Там какой-то новый хоррор вышел, Don't Scream называется. Если хотите. А, это там, где если будешь орать, то заново? Не знаю. Я, кстати, даже трейлер ничего не видела пока. Про что там вообще даже не в курсе. Блин, почему у меня вот здесь показывает так странно чат? Как я теперь чат буду видеть? Давайте я посмотрю трейлер. Don't Scream. Сакарим. Не кричи, да? Так, давайте. Official трейлер. 13 дней назад вышел. Отправлять сообщение Чирна в собственном канале нельзя. Ну, это ясень пень. А как это закрыть-то? Ой, блин. Началось в колхозе утро. А, у меня же, кстати, стрим Аватарс есть. Я совсем про них забыла. Привет, Лера. А где Айта? Зови ее быстро. Мне... Ай, блин. Сказала, что зайдет. Она, наверное, через этот зайдет. Через YouTube, да?
Опять будете. Ну зато хоть какое-то движение в этом. Бля, я и так тоже не вижу чат. А как это закрыть-то? Короче, через YouTube буду смотреть. Мне вообще неудобно так. Я вообще не вижу. Зачем они сделали вот это окно на весь чат? Ни хрена ничего не видно. О, привет, Эллен. Так, сейчас. Минутку. Буду, короче, через YouTube смотреть на вас всех. Подгребла. А у тебя что вообще, простуда или что? Так, давайте посмотрим этот трейлер. Страшный. Так. Поехали. Это такая игра? А он типа микрофон чувствует, что ли? Она очень страшная, да, походу? Это графика или это прям реально? А когда бояться? Я не поняла, если ты кричишь или кто? Что, играешь? Ну, пока в этот метро сейчас поиграем. А оно где сейчас сама вот эта игра, интересно? Короче, я включу чат. А, блин, там же не видно. Ёлки-палки. Я не знаю, как это закрыть тут.
Что только что было? Это был трейлер. Так. На Твиче надо, знаете, что сделать? Чат только для фолловеров надо сделать. Вот тебе и активность. Ага, спасибо. У вас есть вот такая фигня? Как мне ее убрать? Как вот здесь смотреть чат? И как вот ее убрать? Я ничего не вижу. Как это убрать? Хватит. Хватит тупить. Я даже когда перехожу в режим автора, у меня тоже вот эта херня. Я не вижу из-за этой херни чат. Ай, как мне теперь смотреть на чат? Я надеюсь, после обновления они уберут вот эту фигню. Три раза громче. Так. А где эта игра была? В Стиме, да? Ну-ка я посмотрю. Сейчас гляну быстренько. Кстати, Outlast со скидкой. Ай, так. Don't Scream. Он, походу, бесплатный. Демо-версия, что ли? Скоро выйдет. Этот продукт еще недоступен. Заинтересовала игра, добавьте ее в список желаемого, получить уведомление, когда она выйдет. Ну, давайте добавлю. Пусть будет. Игра в раннем доступе. Не поддерживается русский язык. Ну, конечно. У меня тут человек лежит сзади. Мешает. Сейчас приду. Водички налью. Соседи опять орут.
Лера, становись стримером. Будем вместе проходить игры. Буду тебя кибербулить постоянно. Хе-хе-хе-хе-хе. Чё, у меня тут тоже чат не показывает, да? Ай, так, подождите-ка. О, показывает. Найс. Слава богу. Слава сатане. Проверка прошла отлично. Кибербоулинг. Нам удалось захватить буксир без жертв среди караванщиков, и на нем крест доставил нас с князем на мост. Если все пройдет по плану, скоро мы сможем отсюда уехать. Наша следующая цель — комната управления механизмом моста. Блин. Опять там свои эти смайлики отправляет вонючие. Вчера ко мне один чел зашел. Ну, сначала вроде нормально, там привет, там все такое. Я тоже там привет, там спасибо за подписку. Потом спрашивает: ты бурятка? Ну, ёкарный бабай, а. Я вот не понимаю, зачем вот это вот такие вопросы спрашивать. А на другие каналы, там, например, девушек с европейской внешностью тоже заходят и спрашивают: а ты русская? Блядь. Last Christmas I give you my heart. What to do to cha 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 cha. Вот награда за службу вере. Мяу, мяу, мяу. Кореянка, скажи. Ага. Кореянка с такими типичными мамбетскими наклонностями, да? Уже вижу твое лицо с выражением, ну опять что ли? Да блин, помнишь тогда один чел постоянно писал: ты бурятка? Ты якутка? Ты китаянка? Блять. Чего, Лера? Я американец. Почему у меня чат все время отстает в этом? Ты бурятка? Ты казачка? Ты Даша Корейка? Залупка. Лера, блин.
Ты вообще кракозяк, бра. Обосрунья. Что написано? Ад. Квас. Я чего вообще? Семен-то не вернулся. И Кирилл с ним сгинул. Такие подвижники, брат, не возвращаются. Да и нехристи там хуже демонов. Их и боюсь. Мне-то многого не надо, одного бы изгнать и домой. А тут они... На все воля Божья. Это да. Все воля его. Сама такая. Да не переживай ты так. Как тут не переживать? Очкарик-то храпанулся, упокой. Ладно, короче, здесь включу. Ой, на Твиче включу сейчас. Неудобно, не могу смотреть. В этом Ютубе там какое-то отставание постоянно, блин. Как вообще на Ютубе там люди смотрят? Там постоянно отставание. Демонов часто возвращаются. Ну давай я тоже с тобой. Вдвоем точно справимся. Не выдумывай. Сам как-нибудь. Ну, если передумаешь, я готов. Учти. Учту. На корточках умеете прыгать? Че, он будет поворачиваться? Угу. Походу, не будет. Опять стелсить. Там что-то какой-то этот был. А, наверное, это на него. Скорее всего. На него, скорее всего. Я вот думаю все. А чего им еретикам этим надо? Чего прям Last Christmas I give you my heart, but the very next day you get it away. медом намазать? Все лучшей жизни хотят. Тебе повезло, что ты знакома с более взрослой мной. Я когда-то такую дичь в сетях творила. Фритюрница наполовину состояла бы из 18 плюс артов. Хорошо, где? Вчера один чел зашел в чат на Твиче и такой: я член. Ладно. Допустим. Ace yet to save me from this, I'll give it to someone special. Чего, блин? Отец Силантий с нами. А если я его стукну? Ну ты растолкуй понятнее. Это что получается? У еретиков хорошо? Что с тобой толковать? Стой, вон, посмотри по сторонам. Может, еретики эти твои тут уж? Где? Да везде. Смотри. Лавка у тебя Гуськова. глаза молодые. Если увидишь, сразу кричи, понял? Понял. Чего тут не понять? А все равно почему Так, еретиков погоди. хорошо? Кому хорошо? Непонятно. Блин, на Ютубе нету, да? Чё микро? Чё опять микро? Что такое? Блин, зачем я вышла? Сейчас игра тупить будет. Блять. Сука. Ёлки-моталки, а. Сейчас придется перезаходить, наверное.
Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Алло, 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 алло. Happy Christmas. Чё? I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. I meant it now. I know it fell off been bad if you kissed me. Now I know you feel me again. Чего? Так, я чат не вижу, который вот нормальный чат на Твиче. Поэтому я буду с отставанием вам отвечать. Я надеюсь, там не это? Ничего не тормозит? Господь милостивый и справедливый, защити нас от прикосновения лук. Ой, господи. Да блин, я не вижу. Искушение его, и укрепи нас в вере, и спаси души наши, как спас ты тела наши для служения воле твоей и утверждения власти вроде не твоей лагает, вновь всё, на слава земле, богу. как утвердил ты ее на небесах, и дай нам сил одолеть слуг Из-за нечистого, тебя пельмени и покарай переварил. нас, если мы недостойны. Лох. Точно все нормально? Сидят там в обители, бездельничают греховодники. А праведники Передо мной тут сидит прозрачный кот. Держу в курсе. Точно нормально все? Блять. Все, я не буду больше никогда свертывать игру. У меня теперь еще и Twitch завис. Ну, зашибись вообще прям. Да что сегодня, блядь. Ой, господи. Почему то там, то тут, блядь, лагает? Вроде обновляют, что-то. И что там, блядь, обновляют? Хер пойми. Короче, буду на другом телефоне смотреть. Скиньтесь мне на новый, на этот монитор. Сейчас опять кто-то зайдет. Ты чё, попрошайничаешь? Это называется кибербомж. Нам удалось захватить буксир без жертв Кибербич. среди караванщиков, и на нем крест доставил нас с князем на мост. Если все пройдет по плану, скоро мы сможем отсюда уехать. Наша следующая цель — комната управления механизмом моста. Все. Кто меня видит? Блин, этот звук смешной такой. А, вон сидит. Опа. Так, это с той стороны, да? Это что там такое было? Ты не понял? Точно было что-то. Нет, что? Ой, слава рыбе. На этом самом месте что, видел. заметил Вот тут что-то? Точно. Нет, конечно. Лучше бы по домам отпустили. А с другой стороны,
Я также на работе всегда говорю, зря мы торчим тут. Лучше бы домой отпустили. Потому что когда покупателей нету, сидишь как сторож. Там вот с той стороны, кстати, можно будет открыть. Но там ходят. Ходят товарищи. В воскресенье будешь работать? Где? Вместо этой дуры? Малыш! Так, проверяю еще раз. YouTube. О, привет. О, все, зашибись, заработал YouTube. Не буду тебе платить за этот день. Все, сейчас начнется. Лера и Айта воссоединились, вселенная сейчас захлопнется. Ты мне хотела заплатить? Лере не надо, мне надо. Леры машина вон есть. Пусть на машине своей ездит. Натурой нет. Ну, если только сиськами. Титьки ваши. Так. Сейчас час залетит. Да. Захар будет не успевать контролировать. А, еще Эллен же есть. Два. О, зашибись, у меня сегодня 2 модератора. Ой, надо было его дослушать, блин. Это все Айта виновата с Лерой. Я завтра буду машину морозить. А зачем? Как строганину будешь замораживать? Видите, она моей жопе завидует. Потому что у нее жопы нет. Но зато есть тити. Чё? Так, сохранение пошло. А я ведь нутром чуял. Как Чё такое? ошибла меня тогда, сразу все понял. Надо было тогда же ее. Интересно, они слышат вот этот писк? Сейчас бы подлечь. А теперь Блять. к еретикам убегла. Будет колдовать там. А это не рассказывай все в подробностях, пожалуйста. О, вы это видели, как он его стукнул? На такой с ноги его. Тарарирару-рирара. О, это что это? Мы можем подняться? Лифт сам по себе ездит. Почти на месте. Где ты там потерялся? Никто ничего не замечает. Ну, подумаешь. Ветер, наверное.
и пал на землю грешную дождь из О, ракет. Господи. И стала земля пеплом, и вскипели моря, и Ну, блин! У меня почему-то опять все пропало. люди все не обратились, и только обитель наша уцелела, ибо тут нашли приют, верные Господу. И смилостивился Господь, и промеж них избрал старшего, именем Силантий, и рек ему: по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бессонскую отвергаете. О, Господи. Мечта Леры. Пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Сейчас будет картошечный рык. Проклятый подарок лукавого глупцам, чтобы те о себе возомнили, будто стали превыше Господа и превмогущественнее Его. Отвергаем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн Поехали сатаны, все. и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, О, нет! идет в Царство Божье. Он улетел. Того, кто себя не Чёрт. заморал, пропустит хлебные чертоги Господа, царь рыба! Славься, рыба! Вчера пятку грызла, сегодня пельмени ест. И не убоимся пришлых, кто с войной к нам пожаловали, кто напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным смердящий, током электрическим, не убоимся. Встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час. Аминь! Аминь! Так пусть житница ваша разит слух нечистого, бессонных и сожаления, ибо исполняем мы волю Господа нашего, и от Него примут враги наши кару и воздаяние за грехи их. И все, что стоят у врат нашей обители, Ой. рассеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля Его. Да исполнится воля Его. Пожрет царь рыбы и тело неверных, и их душу Лерина секта. на порох смыть, а электричество меди в шельму навеки вечные. Помолимся рыбу о защите, призовем ее. Какая пустыня? Почему пустыня? А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический проклятый подарок лукавого глупцам, чтобы те о себе возомнили, будто стали Так, он, походу, один, да? Господа и превмогущественнее Его. Ничего себе. Истинно! Ибо в токе Чего, электрическом как и это? соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, Дай и 5. машины всякие, пройдет в Царство Божье. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит Ты- хлебные чертоги Господа. Ты этот, Царь Лера. рыба! Адольф. Ух ты. Смотрите, топор левитирует. Пожаловали, что напали на приют наш. И хоть стоит у наших ворот и конь железный, маслом машинным смердящий, соком электрическим, не убоимся.
встретим во всеоружии врагов наших, ибо настал наш час. Аминь! Так пусть же десница ваша разит слух нечистого, безсотных и сожаления, ибо исполняем мы волю Господа нашего, и от Него примут враги наши кару и воздаяние за грехи. И все, что стоят у врат нашей обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля Его. Да исполнится воля Его. Пожрется рыба и тело неверных, и их душу, ибо можно порох смыть, а электричество метит шельму навеки вечные. Помолимся рыбу о защите, призовем ее. Приди, царь рыба! А пуще прочего, тому рыбьей стражи не миновать! Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели, до меня добрались. Ух ты, шустрый, У Артём. меня у Outlast Слушай, почему-то дед, мы здесь флешбэк. просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А Катерина, пусть тебя больше не беспокоит, понял? То, что Катерину с пути истинного сбили за то у Бога, сами прощения просите. А вот за то, что божьих агнцев безоружных убивали, так за то гореть вам в аду до скончания веков. Тревога! Еретики! Воздадим! Вот баран! Черт, меня задело! Аврора! Полный ход! Самый полный! Артем, уходи, я тут сам управлюсь! Да ладно геройствовать. Артем, прыгай! Это я озвучиваю Артема. Сейчас башкой стукнется. А чё, мне надо идти? Что мне делать? Это плохо? А, тут типа Волга такого не осталась должно было позади. быть. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами. Мол, весь мир мертв и деваться некуда. Каких Для челов? тех, кто поумнее, придумали ложь В этом- про то, в что этой война секте? еще идет. А тут электричество грех. Такая же нелепость. Ну, будет плохая тогда концовка, как мы и хотели. Артём, Артём, просыпайся. Это прям как какой-то дожить до рассвета, блин. Проснулся уже? Надо, чтобы никто не сдох. Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Надо перепройти. Ой. Да чего князя жалко. Совсем мальчишка ведь. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать, что говорить. Да ладно. Так хотел вернуться к ней. В шрамах и орденах.
позже. Внимание, внимание! Говорит особый комитет по восстановлению база Ковчег. Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присяге, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-5. Повторяю, объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-5. Только сплотив ряды, мы сможем преодолеть все невзгоды. Как вы втроем любите друг друга? Носитесь со своим Меньшиковым. А сколько он у вас в Иркутске-то прожил? 2 лет нету. Ты на Меньшикова почку не кати. Забыл про зэков из-под Золотого, а? Торговать с ними кто начал? Так и за это не ему, а Захару У спасибо. нас арбузивные Вот он, отношения. Кремень. Один через Байкал. Если он скажет, сразу по рукам ударит. А Меньшиков мне хуй растери. Ты немного берешь на себя, а? Мы сегодня такое аниме смотрели Звезду смешное. поймал, как релейщики отстали. Корона не жмет. Миги и Дали Да иди называется. ты, Дэн. Ладно, раз ты вот так И себе там была угородил, семья, будет Меньшиков. мама Вообще, с... знаешь, вы все Захару на шею Ой, сели. бабушка, мама и сын. Я еще Ладно, хватит тебе. Там мама с сыном, у них были такие эти бобринные зубы. Ну и вы тоже. Это точно. Это главное. Ну, тогда конец связи. Меньшикову привет. Ну, змей. Конец связи. Бабушка Лена. I remember looking back, standing in the rain, seeing you cry. We weren't talking much anymore by then, all sounded like goodbye. Now everywhere I go, seems like everywhere we've been, reminds me of you. How can you be everywhere but here with me? How do I get over you? Ну ладно, все. Ой. Чё это? Читать все это? Когда год за годом в эфире лишь воем помех. Ой, это Цои. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле?
Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст, что кроме нас, укрывшихся в московском метро в последней войне, не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были, а это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни, что мы не обречены доживать свой век под землей, но мне не верят. А на районе идет дождь, я сижу на кухне и хаваю борщ, очень вкусно, с капустой, но что-то мне немного грустно. Мы стоим в сотни километров от Москвы, стоим, проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон. Будто сговорились, но это потрясающая новость, никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы и надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Бог покаран. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил, но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Дозиметры. Это типа Россия после атомной бомбы. Откуда зомби? Блин, я не знаю, как это объяснить. Какая-то хрень, короче, инопланетяне какие-то прилетели и все. Охренеть, тут как много читать. Ладно. Я не знаю, это надо, не надо читать. Сколько мы уже дней в пути? Я ведь тоже слушала радио. И никаких там переговоров не было, чтобы враги там, оккупанты. Столько всякой всячины в эфире. Столько историй. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры, все, а не разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Может, их тут и нету вовсе? Не добрались сюда или отступили уже? Хотя куда? Ни Катя их видом не видела, ни Крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Средневековье какое-то. Вон у Силантия люди в рабстве. Гробят их почем зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношений хуже жилось? А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя? Лёша держится, говорит всем, что князь мог и в сторону от моста отскочить. Остальные тоже особо виду не подают. А меня накрыло. Понятно, ребята и раньше гибли. Он ведь не хотел умирать, князь. Просился в самое пекло, да, но умирать не хотел. Он подвигов хотел. Смотрел на Степу, на отца, на тебя. На тебя. Дядя Артём! Там дядя ДТшник уже мастерскую доделал. Куда они без тебя? Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! Привет, Артём! Сидит. Видишь, как я тут устроился? Как король, честное слово! Верстак какой шикарный, а? Ха-ха. Все под рукой, и места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго.
А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то непочатый край. Вот еще не решил, как костюмами заниматься. Я хочу доширак А надо будет. в поезде кушать. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя вон, бронник, спиной пластину вообще не держит, а он смеялся еще. О чем это? Ну, тут теперь работать буду. О, блин, этот туалет. Сейчас же таких... Хотя нет, такие есть еще до сих пор. Тут, короче, типа вот так открываешь, и там все твое говно вот это вниз там летит в дырку. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Так, книжка какая-то. Письмо Насти. Ой, тут так много это... как его? Не нашла я, короче. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернешься, где нас с мамой искать, потому что мы с мамой одни остались, и Силантий сказал переезжать в башню, а вагон сказал бросить, а я не хочу. Я хотел тебя в вагоне ждать, а мама сказала, что нельзя, а Силантий сказал, что ты не вернешься, потому что не прошел испытания веры. Но он все врет, и никакие испытания тебе не нужны, потому что вся их вера чушь. Я помню, что ты говорил. Мама молчит, но я знаю, она тоже ждет. Поэтому возвращайся скорее и поедем от этих дураков. Я тебя очень люблю, Настя. Номерами стукнулись. Меня забанят за эти песни на ютубе, блин. Лера, не выражайся. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артем, тряхнем стариной? Бери гитару. У него новая машина появилась. Пока никого не сбила. Пока. Вон. Айту надо сбить. Автоледи влетела в столб и не выжила. Спасибо, Степа. Лера дура, блин. Зачем такой пишешь? Столб Ой, не как выжил, да? простите, но я давно спросить хотел. Отец Насти, он погиб ведь? Да блин, ну хватит, я сейчас буду перепроходить, короче. Я не Вы хотела задолбали. говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. 3 дня прошло, я все держалась. Думала, Красный Тойота стала и внутри видно красной. выдаю. Лера дура. Сижу с иголкой, а перед глазами Ужас черно, просто такое не пишет. вижу ничего. Почему у вас ники А она одинаковые, подошла блин? и Я вас говорит, путаю. Ты поплачь, мам. Одинакового цвета. Тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Да ладно вам его Я хранить. заревела. Это же князь. Помните, Артём, как он из библиотеки тебя пришёл? полковник в рубке Тоже ждет. ведь поминали уже. Ну, он тогда вообще выдал. Мы Можно уже я разлили. бухну? Сэм сказал, все. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает.
А мне чего не налили? Вот и я говорю, из библиотеки тогда вернулся, а тут подумай, А, вот, на можно обратном пить. пути подберем его, без вопросов. Это если доживем. Чего? Что ты в самом деле? Это ничего, а помянуть князя надо. Ну а если Летом живой, будем. то это даже примета хорошая. Я в Якутск не поеду в январе. ты как? Нахер, блин. Нахер мне Я это. потом говорю, вот. Ладно, давайте. Ну, не чокаюсь. А я уже выпила. Крепкая. Да, тяжело пошла. Кстати, раз уж мы про приметы заговорили, Алёша, может, как Чё рано еще встретим Чего отпевание хотите? У меня тут спина передняя моя. Князь в Бога, а после Силантии и мне расходилось. Летом у мужа будешь? Но Силантий Ну, в Бога будь сразу летом ясно. тогда. Но, к примеру, Волгалу князь бы одобрил. Рай, где павшие герои проводят вечность в пирах и ратных забавах. Всем нашим такой подошел бы. Да, за такое нужно еще разок поднять бокал. Чтоб ребята в Волгале не скучали. Бурпах. Кролики или зайчики. Смотрите, что с вами станет. Нравится? Вау. Деревню затопило. Ладно, все, погнали. Привет, привет. Артем, иди сюда. Сейчас, подожди. Бедные крошики. Все. Ща как поедем быстро, ускоренно. Разобьемся. Блин, я так люблю поезд. Просто себе не представляете. Люблю поезд больше, чем самолет. Эх, ладно. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального Даже если я назначения. приеду в Якутск, Мы приняли ваш где я там сигнал жить и буду? направляемся к У вам. тебя, что ли? Как А это- слышите? Прием. Или мы квартиру снимем? Да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Ничего Как не к охота вам делать. обращаться? Зам начсвязи майор Иванов. Минутку. Да, все понимаю, Ну, иди товарищ спи. майор. Проверка нужна. Отлично, полковник. Я тоже завтра работать. Мельников. Отлично. И да, простите
За поезд можно не Но платить? ситуация, как вы сами понимаете, Почему? очень серьезная. Враг не дремлет. А я учиться, я тоже спать. Ну давайте, идите. Кидал. Передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать По-любому стороной, будут в час как только ночи мы писать прибудем в мне. расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района. Давай, иди Т6 спи, Альфа. спи. Есть ли данные Все, о хватит силах писать. противника у нас на пути? Прием. Вдвоем еще Минуточку, проверю. с одинаковыми ликами видите, спите. Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать. Мы вас Покаса. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр. Свои сиськи скинь. Это Тебе зачем моя спина вторая? Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Тут такой звездец происходил, что я затихла. Какой звездец. Секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на ковчеге. Конец связи. Служу народу. Скинь попу. Фото попа. Попу фото. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Подумать только. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. А. Что-то я задумалась. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. О нет, только, пожалуйста, не вылетай. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Что это было? Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. Ай-то иди, Лера, идите тоже уже. Все, идите, идите. Завтра придете. Ой. Эх, хорошо. Все-таки я не представляю, когда будет вот прям реально. Это еще ладно, это мои подруги просто. А вот если прям вот... Когда будет очень много людей писать. Это же вообще... Там уже точно я, наверное, не смогу следить за чатом. Завтра тебя еще позорить. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цель превыше всего. А, да. Так вот, не надо. На самом деле я пошутила, это не мои подруги. Вообще какие-то левые девочки зашли. Да я ведь не возражаю, просто не у всех цель правильная. Что одна, что другая. Вот именно. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Ну, конечно. Как-то вы несерьезно к этому относитесь. Не ожидал. Тем более после того, что вы только что услышали. Он похож на этого из «Аватара». Да, ну, допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет Пока, мы пока. без друга жили, ничего. Все, давай, давай, вот давай. Тут-то собака и зарыта. Пока, Ведь пока. они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов они и предположить не могли, что в Москве выжило столько народу. А ты бобер. Именно мы сообщим им
им, что Москва жива. И не просто жива, а сохранила цивилизацию. Понимаете? Мы все это время Он похож бились на за этого простое из выживание. Аватара. У него еще даже Но шрам теперь такой же. у нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить? Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения, вся разведка. Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты зон заражения. Какие Давно органы? ничего. Информация правит миром. А у нас есть люди, полное метро народу, много подготовленных бойцов. Сложите 2 и 2. Мы не сможем со временем Хватит, заселить все, страну успокойтесь. снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе, но заниматься этим мы будем под руководством настоящего правительства, людей, обладающих необходимыми навыками, и в конечном счете мы сможем вырваться из подземного тупика. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел полюбопытствовать. Откуда вы Айя-Монтану знаете, Святослав Константинович? Ну, про проект «Ковчег» у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи, готовили планы эвакуации. Так что и позывные, и про место я знаю по долгу службы. Так что теперь главное добраться. Ну, ничего, ничего. Правда, путь непростой будет. Ну, а мы легких никогда и не выбираем. Я давно об этом думал. Центральный промышленный район. Центральный. Это ведь приоритетная цель. Екатерина эти подозрения только подтвердила. Пути местами... Господи. Так, Москва, мост, ковчег. Правительство? Ничего, ребята у нас крепкие. Да и объездные пути, уверен, найдутся. Как вы думаете, что могло за эти годы произойти Может, на хватит относительно болтать уже? уцелевшей территории? Да, это вопрос. Хотя, что там гадать? Скоро все узнаем. Да, узнаем. Узнаем. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. В метро. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Волосы у девочки своей жизнью живут.
Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Ермак, стоп, машина! Я просто почему тогда вступила с этими, с фанатиками? Потому что я не знала, куда там идти. И там, короче, какая-то жопа потом началась. И пришлось некоторых поубивать. Отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Не себе чего Ой. хуже, чем в Москву. Это точно. Видишь, как склон вскрыла? Интересно, сколько километров? Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Ну вот, чат опять умер. Полковник, Ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Чё, уже? Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Сдох и завонял. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Внутри. Смотрите. Как в шкафе. О. Здравствуйте. Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. А в чем жесткость? Жесткость. Ведь никогда подземелье не любил. Но тут-то совсем с души воротит. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Воздух чистый, маски можно снимать. А вас заброшено все как-то. Непонятно, куда комендантская рота смотрит. Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Yes, sir. Yes, sir.
Ты хоть есть подготовил? А то как заклинит тебя. Это же сам министр. Тьфу на тебя. Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Что здесь так холодно? О, Господи, это кто? Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Не уйдешь! Не уйдешь! О, Господи! О, нет! Аня! Гниды! У, сука! Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, Я хочу издеваешься, сникерс. гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные! Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Ужас. Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но Очки живут молча своей жизнью. слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Что у него там? Синтов, что ли, в руках? Руки какие-то неестественные. В общем, полковник, Руки-базуки. если хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. У меня этот детектор, Вам блин, ясно? металлоискатель пищит. Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами Он подавиться. сдохнет, да, тут? А пока Ну, разрешите твари, откланяться. да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было!
Но я сейчас вас урою. Выжечь мразь эту. До того, что костей пока не осталось. А теперь покушаем. Друг друга кушайте. И следов что? Артем! Поганый! Держи! Полковник, хватит, Сэм! Мне кажется, хватит. Всех к ногтю! Но сначала найди Аню! Простите, и с лифтом я немного погорячился. Черт с ним! Идет! Запустить главный готово! Yes, sir. Минуту продержимся. Ужас. Прямо сейчас будет вам угощение. Ждите, твари! Ждите! Ау. Ладно, все. Можно убивать всех. В смысле, где? Я тут? А что мне надо делать? А. Артем, давай сюда! Молодцы. О, бля. Ну точно как наш D6. И лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артем, на тебе казармы и медблок. Я один? Ну, поехали. Артем, твой этаж. Я понял. Слушаюсь, капитан. Хочу писать. Сначала надо пойти пописать. Страница дневника 1. Повезло, как же повезло, что сроки сорвали, а я, дурак, еще о премии переживал. Нахрена кучки пепла премия? А так правительство так и не прибыло, так что весь комплекс наш, все запасы, бункер на целый город с запасами на годы. А нас всего-то пара тысяч. Плохо только с бабами не протык. Но ничего, спокойно дождемся, пока радиация рассосется и спустимся с горы, вернее, вылезем из-под нее.
Да уж, повезло на. Правительство это не просто так не приехало, а потому что бюджет на запасы кто-то распилил похлеще нашего, строительного. Мы-то в конце концов готовы к сдаче, а жратвы на складах нету. Понятно, кладовщики, варьё все. Все, не зря мы с ними разобрались. Ну, тут, похоже, они не врали, целый склад и прапорщики за месяц не сожрать, а там пустые стеллажи. Ну, крупы какие-то, макароны, да и того только до конца года в обрез. Чё, блядь? Я не поняла. А чё дверь не открывается? А? А что делать? Ой. Ой, зачем я это сделала? У меня же нормально было по здоровью. Ну ладно. Наконец-то, блин, без этого стелса сраного. Так, пока что мы патроны не можем делать. Верстак нужен. Danger stop. Сволочи. Борща достоин только папа. Артем, не нашел? Скорее, каждая секунда на счету. Ой, блядь, урод. Как же быстро у него здоровье это, а?
Где-то тут была химия. Я взяла, что ли, уже? Да что такое за поза там какая-то? Чё? Где? А, о. Сюда. Так, какой-то прицел. Фу, малыш зевает, изо рта воняет. Вонючка. А, тут можно пролезть. Нам типа надо туда, да, здесь как бы. Как потайной этот. Так, все просто сидят, живот уже даже не болит, хорошо. Не стал дураков слушать, много воды пить. Еще протяну недельку, суставы опухли, писать трудно. Не могу об этом, но надо. Неделю назад сварили суп. 5 в блоке сразу скопытились, накинулись. Я день не мог прикоснуться. Ночью немного попробовал, сразу выблевал все, а утром пошло. Ничего, как куриный, зато опять пишу. Думал, дойду совсем. Пиздец. Да, человек звереет потом после этого. Чё? Что-то опять пищит. Чё? И чё, как мне тут пройти? Поэтому сохранилось. Так, ладно, я пойду схожу в туалет, я уже не могу. Сейчас приду.
жареного Артема. Так, и как тут пройти? А, сбросить давление надо. А где? Прикиньте, это было бы еще на время. А там нету нигде такого? А, во! Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Ну, там же этот, мясо же. Кто? Мясо убежало, а что осталось не достать? Тут еда! Вкусное мясо! Блять, увидел, что ли? Что за акробат, блин? Погоди. Сколько там осталось патронов вообще? Сердечно приветствую вас, мадам. Сердечно приветствую вас, мистер. Эй, тут уже что-то нету. Ой. Мясо пришло. Теперь точно. Еда. Так, все. А. Так, раздели. Все, шас, подождите. Так, что у нас там новенькое? Там. Оптика 4Х, ночной прицел. Какой ночной прицел? Это прицел ночного видения, позволяет вести прицельный огонь даже в полной темноте. А, прикольно. Ну зачем нам это сейчас? Ну, сейчас, наверное, не надо, да? Зачем?
Невидимый луч инфракрасного лазерного прицела создает из цели очень небольшое пятно, которое можно заметить только с прибором ночного видения. Чего? Ладно. Это какая-то ни о чёмная рукоятка. Можно еще и сюда надеть. Зачем? Так, патроны еще пока есть. Внимание всем! Командный центр наш! При потере связи точка сбора здесь! Идиот! Разберись с управлением дверями и лифтами! Заблокируй все лишние проходы! Пусть эти твари побегают! Есть! Блин, не вижу ни хрена. Чего? А чё они этих не съели? Типа это? Гнилое мясо? Блять. Сегодня праздник, Великая Пятница. Так, надо открывать. Подумаешь, радиация. Больше года прошло, зато не наши. Им и доли не надо. Пусть между собой жребий тянут. Или еще как. Главное, нам теперь надолго хватит. Колотит всего, ломает. Температура мысли путаться. Вершал про привоны какие-то говорил. Приезжие принесли. Проживать надо, лучше было поздно теперь, сука. Мало мяса. Все уже. Ебанулись, короче, все. О! Где-то была химия, слушайте. Да? Или у меня это глюки? Это была не химия, это было оружие.
Да чё? Чё пищит-то? О, господи. Блять. Там, походу, все сдохли, пока я тут хожу. О, у меня это появилось. Прицел появился. Тварь. На тебе! А я гнида. О, бля, сука. Сиамские близнецы теперь. Можно было бы на одну кнопку Е. То на R, то на Е, блин. Чё?
Еще игра вылетела. Найс. Спасибо, спасибо. Yes, of course. Блять, какая тупость, а. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Да чё такое? Чё, можно продолжить? Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру. Ладно. Не доиграем мы, походу. Ой. Так, я попробую все закрыть. Всякие внешние программы. Еще раз попробуем. Че, опять драйвера обновлять? Походу сохранение кривое, наверное. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру. Сохранение кривое, значит.
Нет. Вы прикиньте, все с самого начала. Блять, кто вот делал эту хуйню, а? Руки ему оторвать надо, блять. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру. Все, оно, походу, никогда не этот. Никогда не запустится. Поиграли. Ну, всем спасибо. Что ж, будем тогда заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Вот такая вот хорошая игра. Покупайте. Ну или не покупайте, устанавливайте. Всем рекомендую. Блять, лучше бы я в Dead Space поиграла бы. Да что там гуглить? Все, короче, не буду я проходить. Все, мне это надоело уже. В первое время тоже она там что-то не запускалась. Драйвера я обновила, все сделала, все. Нет, ей опять что-то не хватает. Все, короче, пошла эта игру в жопу, я не хочу ничего, все. Вот такой вот конец. Пошла игра в жопу. Ну, блин, кому нравится? Я не знаю, вон дизлайк поставили на прошлом видео. За что? Не знаю. Сейчас я вот обновляю драйвер. GeForce Game Ready. В принципе, я сейчас могу везде остановить трансляцию, и мы можем продолжить какую-нибудь другую игру. Все равно меня никто не смотрит на Ютубе. Какие там страшные игры появились? Японские, может, какие-нибудь есть? Может, этот... Пойдемте в Лигу Легенд. Ладно, сейчас я обновлю. Если опять не запустится, то тогда все. Ну, потому что у меня первый раз такое, чтобы вот так вот игры как-то это... У меня до этого все было нормально. Почему-то вот именно вот эта игра, она у меня все время какая-то кривая. Давайте против ботов поиграем. Сейчас обновлю тут. Что рассказываете? Давайте поговорим тогда. Ай, почему мне так везет? Первая, вторая часть нормально шла. Вот третья, вот как всегда. А? Вот как обычно, вот. О чем? Не знаю, какие, может, там игры какие-нибудь новые вышли. Что-то слышала, какие-то ужастики новые вышли.
А, помните, я еще говорила, хочу в этот поиграть. Тоже там один ужастик. Как вот он называется? Оно как этот... как... как там этот... Короче, когда ищешь там какие-то предметы. Страшилка это. Вот, и этот поменяла. Фон, да, в стиме. У меня очков 5000 в стиме. Я хочу копить их дальше. Может, что-нибудь интересное будет. Куплюсь. А так, мне, в принципе, мое вот это фон, вот это все нравится. Пока что. А, ты в Counter-Strike играешь? Добавляйтесь, кстати, в друзья в Стиме. Будем вместе играть. Кстати, когда в Left 4 Dead будем играть? Left 4 Dead. Left 4 Dead. А, я еще не установила. Вас лизнули. Малыш облизывает чашку. Тьма поглотила стрим. Так, где этот у меня Left 4 Dead? А, вот он. Да, он у меня не установлен. О, нифига себе, ты тут набрала этих. Или это не ты? Заразный танк. Используйте на танке рвотную бомбу. Ужас на каменоломне. Уничтожьте летящий камень танка. Ограбленные зомби. Соберите 10 бутылок рвоты толстяка с трупов убитых вами зараженных. Только руками. Пройдите кампанию, используя только рукопашное оружие. А, кстати, вот мне вот в рукопашку больше как-то нравилось. Язык враг мой. Острым рукопашным оружием отрежьте язык курильщику, прежде чем... О-о-о. Мяч. Сбейте голову 18 зараженным клюшкой для гольфа. Избиение младенцев. О, Господи. Используйте для убийства обычных зараженных все имеющееся в игре. Что-то там. Головорез. Обезглавьте 200 зараженных при помощи рукопашного оружия. Охренеть. План по расчленению. Убейте 15 зараженных из гранатомета разрывом одной гранаты. А у меня что? У меня метеоролог. Пройдите кампанию «Ужасный ливень». Разъяренный южанин. Пройдите кампанию «Болотная лихорадка». Жуткий зверинец. Убейте по одному представителю всех необычных зараженных. Один гнома. Если вы читаете описание этого достижения, Гейбу Ньюзу удалось запустить гнома Чомски в космос. Чего? Из изжога убейте плевальщицу до того, как она плюнет. Несущий свет. Пройдите кампанию «Переход». Охотник за скидками. У тебя тоже есть такой, да, гном?
Попробуй вместо пропуска ролика свернуть игру Alt-Tab. Это тут у меня несколько часов на пиратке перепрошла все кучу раз. Так, ну ладно, все обновилось. Пойдемте. Попробую вместо пропуска ролика свернуть игру Alt-Tab, да? Ой, блядь. Я чисто для галочки на мастере одну компанию прошла. Так? А что дальше? Что-то тут квадрат Малевича, нету ничего. Блять, малыш. Блять, ёпаш мать. Да ёб твою мать, блять. Ну и чё это? Иди туда. Иди. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру. Перезагружать компьютер, наверное, надо полностью прям. Вообще все перезагружать. Короче, все. Я устала, я не могу. Все. Что-то там зависло еще. Так, чуть трансляцию не остановил. Ладно, все, YouTube, пока.